Свой ответ санкциям США готовится дать совхозе «Родина». Уже второй год отборные яблоки с этих садов попадают на местные прилавки. В этом году аграрии планируют собрать около 5000 тонн урожая. Контракты на поставку продукции совхоза подписали и предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга. Отечественные фрукты и овощи, богатые витаминами и микроэлементами, значительно превосходят по качеству импортные. К тому же обойдутся они втрое дешевле. Говорят, что спекулируют, что цену поднимется. Ничего подобного. Вы можете зайти к нам, посмотреть. Цена у нас как и была в прошлом году, такая же. Есть яблоко, которое и подешевле, есть которое и подороже. Соответственно, зависит от яблока и качества яблока. В том, что чеченские аграрии в состоянии обеспечить внутренний рынок республики продовольствием во время действия санкций, убеждены и в Министерстве сельского хозяйства. Под запрет на импорт попали ряд продовольственных товаров из стран Евросоюза, а также США, Австралии, Канады и Норвегии. В частности, эмбарго установлено на иностранную говядину, свинину, колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясо птицы, рыбу, ракообразные, моллюски, молоко и молочную продукцию, сыры, плодовочную продукцию и орехи. С начала действия продуктового эмбарго прошел почти месяц, однако никаких изменений, связанных с дефицитом продукции, в торгово-розничных сетях республики не произошло. В региональном Минсельхозе это объясняют небольшими объемами импортного сырья на наших прилавках. Доля ввозимого в республику мяса говядины и птицы минимальна. Жители региона отдают предпочтение местной халяльной продукции. Для обеспечения внутреннего рынка ее достаточно. Прилавки с мясной продукцией опустеют лишь в том случае, если чеченские фермеры начнут поставлять свой товар в другие субъекты страны. Вместе с запретом на импорт иностранного продовольствия жители Чечни ожидали скачка цен на продукты. Опасения оказались напрасны. Если мы сегодня пройдемся по базару, сметана, молоко, творог, сыр остались на тех же уровнях, хотя, в принципе, сельхозтовар производят мелкие фермеры, крупные хозяйства сегодня сами могут это производить и реализовать на рынке. Скачков в этом направлении нет. Основная часть колбасных изделий, мясных деликатесов, консервов и паштетов на столы местных жителей поступают из этого цеха. Современные технологии позволяют изготавливать такую продукцию, не добавляя главного сырья – мяса, но только не на Центароевском мясокомбинате, где изготавливают исключительно ГОСТовскую продукцию – натуральный продукт из свежего сырья без искусственных добавок, загустителей и консервантов. Большую долю на внутреннем рынке республики занимает и продукция Центароевского молочного комбината. Только за одну смену в этом цеху перерабатывают 30 тонн молока. Производственная мощность составляет 4500 упаковок молока в час. В ассортименте комбината также кефир, йогурт, сметана, творог, брынза, сыр и масло. Использование передовых технологий позволяет сохранить натуральные свойства сырья. Практически весь технологический процесс протекает в закрытой системе, в полностью автоматизированном режиме. Это все позволяет добиться очень высокого качества без применения стабилизаторов, красителей и других наполнителей. В Минсельхозе заявляют, что мощности 3 региональных заводов достаточно для заполнения внутренних резервов в республике. Центароевский, Самашкинский и Грозненский консервные заводы в состоянии наполнить продуктовые корзины жителей. К тому же введенный в России запрет на импорт продовольствия из Евросоюза, США и некоторых других стран подстегнет дачников к увеличению урожайности на своих 6 сотках. Наша сила в том, что сельхозтоваропроизводитель сегодня у нас села расширяются, город всегда выживал за счет села. А у нас сегодня села равносильно по численности уже превосходят почти что к большим городам. Так что в селах всегда было и мясо было, молоко было, яйцо было, картошка была. Сегодня любого, кого не спросишь, в огород зайдете, в любом хозяйстве, у него в огороде и овощные, и фруктовые, и мясные продукты у него есть. Кого уж совсем не напугаешь продовольственным эмбарго, так это жителей высокогорных сел. Они недоумевают, как можно есть завозные помидоры или потреблять в пищу импортные яблоки, которые необходимо отмывать щеткой с мылом. Эксперты считают, что санкции в первую очередь отразятся на жителях мегаполисов. В небольших регионах люди традиционно занимаются земледелием, держат подсобные хозяйства. Дефицит в экзотических фруктах также не предвидится. Обеспечить ими Россию способны страны Африки, Ближнего Востока и Южного Кавказа. Дагмара Касаева, Хаваш Дадаев, Амир Тагаев и Жамлейл Хаджилиев. Новости.